Родиться в стране высоких гор, но найти свое пристанище в стране степей. Это история азербайджанца, прошедшего путь от простого строителя до проректора одного из лучших индустриальных вузов области. День Командара Масимовича расписан по минутам. С утра пара у студентов, после обеда встреча с выпускниками. Интервью в плотный график директора департамента по вопросам хозяйственной деятельности Руднинского индустриального института пришлось на время обеда. Другой бы отказал, но только не он. Настоящий пример казахстанской терпимости. Возможно, именно эту черту казахского народа юный командар, приехавший с Кавказа в молодой прогрессивный город, взял себе на заметку и несет ее с собой до сих пор. Командар Масимович родился в Армении в 1960 году. Школу окончил почти отличником, с единственной четверкой по литературе. Сразу поступить в техникум не получилось, поэтому пришлось идти в армию. Там он служил в стройбате, был даже командиром отделения. И за эти 2 года службы он получил столько практических навыков строительства, что решил связать с этим свою судьбу. В 1981 году я приехал первый раз в Казахстан. Это Ленинский район, совхоз Бауманский. Это было отделение Королевка. Вот там работали мой отец, дядя. Вот к ним я приехал на шабашку. Так называемый, тогда нас называли таким шабашниками. Ну, мы устроили там в основном жилые дома, базы, коровники. Одним словом, занимались стройкой. В 1981 и 1982 году, где-то в течение года, ну, обычно мы летом приезжали, а зимой уезжали. В 1982 году тоже вернулись туда же. Я поработал, но летом я решил поступить в институт. Ну, интересовался, узнал, что в городе Рудном есть инженерно-строительный институт, Руднинский индустриальный институт. И тут есть такая специальность ПГС. Ну, я решил поступать. Документы сдал, успешно поступил. Закончил в 1987 году с красным дипломом. Мне предложили, так как хороший был диплом у меня с отличием, остаться в институте. Но я согласился работать на кафедре строительной механики, тогда было. Год отработал и в 1989 году поехал в Москву, отучился аспирантуру. В 1994 году, вообще-то в 1994 году защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в свой родной Руднинский индустриальный институт. Педагогическая карьера быстро пошла вверх. В свое время командар Масимович был и заведующим кафедрой, и проректором по хозчасти. Так, саламатсыз ба? Кабырға? Қалыңдығы неше? 140. Сейчас он совмещает руководящую деятельность и преподавательскую, а около 5 лет назад стал проводить занятия на казахском языке участникам программы «Серпын», студентам, которые приехали с юга Казахстана. Когда мне сказали, на казахском языке будешь вести занятия, я сначала хотела отказаться. Ну, тут вариантов не было, больше русским не поставить, землянам вообще тяжело. Ну, у меня как близко было немножко языки. Ну, я согласился, ну, конечно, немножко подучился, казахский язык. Ну, то, что у нас группа языка одна тоже, вот как украинский язык и русский язык, у нас то же самое, у нас даже намного близко. Начал вести на казахском языке занятия. Я не учил, это жизнь учил меня. Друзья, соседи и работа. Во-первых, чем больше языков ты знаешь, чем больше друзей, тем интереснее жизнь. Любому человеку другой национальности подойдешь, на него языке что-то спросишь, это достаточно уже дружбы, ты на него языке говоришь. Так что язык знак уважения. Я не говорю полностью знать, элементарно вот поздороваться. Вот это минимум, что скажешь, это достаточно. Достаточно мы уважали друг друга. Межнациональные, чтобы самый первый, я сказал бы, вот это уважение, язык знать. Вот я всегда говорю, вот все американцы, там национальные институты, все американцы, все говорят на английском, и все дружат. А почему мы в Казахстане живем, какой-то иногда вопрос возникает, а почему должны не говорить это на казахском языке, нам тяжело. Раз я живу здесь, я должен уважать.
В этом году исполнится ровно 40 лет, как Командар Масимович живет в Казахстане. Здесь он обрел не только профессию, состоявшись как ученый-педагог, но и был одним из первых в городе, кто открыл свой ресторанный бизнес. А это уже благодаря родным и близким. Семья вообще у нас 5. 3 сестр у меня и брат. Брат у меня со мной тут, он помогает мне очень, у него свой бизнес, как-то вообще да, у нас общий бизнес. Он в основном курирует, работает в этом бизнесе. У меня если командар, его зовут Гумандар, как-то тоже. Сестры все в Баку живут, мы братом здесь, в Казахстане. Ну, я это до 88 года как-то учился, то есть учился, потом работал год. Ну, жил один, тяжело было, но в 88 году, короче, я решил жениться, поехал в родину. Мама сказала, ищите мне невесте, потому что мне там некогда было искать. Ну, 1, 2, 3 показали, на 3 остановился. Но такого, чтобы выбирать такого обычно, где учишься, там не получилось. Но хотелось бы свою нацию, чтобы обычно все было свое. И вот в 88 году я женился, свадьбу поехал там, сыграли и вернулись с семьей сюда. Уже здесь, в Казахстане, у Командара Масимовича и Рухсары Алихановны родились дочь и сын, который, кстати, также выбрал для себя строительную сферу. Сын горняка, обычно тут в городе смотрят, тоже становится горняком. А у меня отец строитель, я строитель, сыну куда? Я думаю, и внука будет строитель. Это гений, по-моему, крови. Это, ты глаза открыл, ты увидел мастерок, увидел кирпич, увидел кладку. Ну так и будешь дальше работать в этом направлении. Сегодня, помимо работы, которая стала для Командара Масимовича не просто профессией, а больше делом для души, огромную радость приносит общение с внуками. Их взаимную любовь видно невооруженным глазом. В теплых объятиях деда Алим и Масим чувствуют себя самыми счастливыми детьми на свете. Впрочем, ощущение счастья для семьи Ахмедовых является константой, постоянным и неизменным. Поэтому на вопрос, а хотелось ли вернуться на родину, Командар Масимович отвечает вполне предсказуемо. Никогда даже в голову не приходил. Мы ездим иногда туда, к родственникам. Там совсем другой менталитет, другая работа, другая структура. Мы привыкли мы тут, поэтому даже в голову не приходит, чтобы не там пойти работу искать. Для себя я чувствую, что для меня очень будет сложно это делать. И это вторая родина, да, вторая родина. Даже, ну, как бы туда едешь, в основном к родственникам, там, увидеть, это радостно. Ну, неделю побудешь, хочется вот эта степь. Командар Масимович говорит, Казахстан – страна равных возможностей, и неважно, кто ты по национальности. Каждый может найти себе дело по душе, и государство тебя поддержит. В этом наша сила, в единстве, дружбе, взаимном уважении. И все это обязательно нужно беречь.